Алексей Андреевич Попов – главный балетмейстер музыкально-драматического, музыкального театра. Был и художественным руководителем нынешнего театра оперы и балета. К началу 80-х он полностью сумел сформировать профессиональный состав балетной труппы. Сам ездил по республике и делал наборы талантливых детей. Сумел разглядеть многих тех, кто танцевал на этой сцене и уже не танцует, и кто еще танцует, в том числе и ведущую балерину театра Ирину Борисову. Он создал целый репертуар, а это только 18 спектаклей в собственной хореографии. Он вырос в семье артистов. Мама его была балерина, отец был композитор, педагог. И когда приехали отбирать детей в Новосибирское училище, он сам пошел и записался. Его педагогом был Сергей Гаврилович Иванов. Он их научил хорошей технике мужского танца. Ему хорошо давался дуэтный танец, особенно поддержки. Партнершу он поднимал как пушинку, и всем партнершам очень нравилось с ним танцевать. Вот он приехал после Новосибирского училища, выпускник, блестящий танцовщик, с высоким прыжком, с легким вращением. И ему, конечно, дали все главные роли в репертуаре театра. Все годы на сцене один из самых проникновенных номеров Алексея Попова «Светлана» на музыку Хренникова. Ностальгия по далекому детству. Он создан для Клавдии Ивановой и Анатолия Ултургашева. Они выступали в нем в течение всего сценического периода. Позже Ирина Борисова, затем Саян Ултургашев. Сегодня на сцене в «Светлане» новые исполнители Вера Слепцова и Аял Скрыбыкин. Буквально все влюбились в него, начиная от публики и заканчивая администрацией театра, наверное. И через 5 лет он решил уйти, решил поехать учиться на балетмейстера. Радует поколение зрителей чудесная волшебная Золушка Алексея Попова. Талантливый спектакль, счастливая сценическая жизнь длиной более 30 лет. Замечательная галерея артистов Наталья Христофорова, Геннадий Баишев, Евдокия Степанова, Клавдия Иванова, Анатолий Ултургашев и многие-многие. Итак, сцена из балета «Золушка». Золушка Татьяна Алексеева, Кривляка Алина Замьянова, Злюка Динара Тулешова.
В ГИТИСе его сразу полюбили. Он был очень активным студентом. Он сам участвовал в своих же постановках и постановках сокурсников. Потом приехал в Якутск. Сразу стал ставить много подряд. Все принимали на ура, все танцевали. Танцевали его же одноклассники, выпускники Новосибирского. Поэтому первые годы все шло очень легко и как-то так вдохновенно и радостно. Творчество Алексея Попова было широко признано и в общероссийском пространстве. Один из талантливых балетов «Ромео и Джульетта» неоднократно показывался на больших сценах, на всероссийских всесоюзных фестивалях в Перми и в Ташкенте. Сам он часто работал в жюри известных авторитетных конкурсах вместе с такими мастерами, как Екатерина Максимова, Владимир Васильев. Будучи студентом 4-го курса ГИТИСа, Алексей Попов поставил на сцене театра одноактный балет «Вальпургиева ночь». Премьера состоялась 9 апреля 1971 В тот день главные партии с блеском исполнили Саргалана Савина, Анатолий Ултургашев. Этот спектакль – долгожитель нашей сцены. Фрагмент из балета исполняют Евгения Старостина, Петр Сидоров и Борис Семенов. Семья. Как много значила она для Алексея Андреевича. Семейный дуэт с балериной Ириной Борисовой. Долгожданное рождение дочери, которую он назвал в честь своей матери Марией, Машенька. Большую часть времени семья обитала в балетном зале. Ирина – прима-балерина его труппы, вдохновенная муза его творчества, балерина его мечты. Перед вами уникальные видеокадры, хореографическая миниатюра Алексея Попова «О солнце» в исполнении Ирины Борисовой и Бориса Матвеева на международном фестивале в Югославии. «О солнце» стало символом рождения якутского балета.
Его постановку в 1979-м балетмейстер посвятил балерине и жене Ирине Борисовой. В нем он воплотил многое – и экзотику северного края, и долгожданный приход весны, и всегда юную любовь. Номер танцевался на многих сценах России, на всесоюзном фестивале в Минске, Казани, Монголии, неоднократно в Китае. И ныне он украшение концертных программ. Служению искусству продолжает его дочь Мария Попова, выпускница факультета экранных искусств Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. И сейчас вы увидите кадры видеофильма режиссера Марии Поповой, посвященных творчеству отца, балетмейстера Алексея Попова. Владимир Бочаров «Друзья. Девочка и олень». За хореографию этой очаровательной постановки Алексей Попов был награжден дипломом второго всесоюзного конкурса артистов балета и балетмейстеров в Москве, 1976 год. Номер – участник концертной программы «Молодой балет России» в 1977-м, юбилейного концерта 250-летия Ленинградского училища имени Вагановой, на котором выступили Ирина Пудова, Владимир Местников, 1988. А сегодня на сцене Екатерина Тайшина и Ринат Хон. Какие-то пошли требования, какие-то законы, что балетмейстер в музыкальном театре должен ставить по 2 спектакля в год, полнометражных. И действительно он делал по 1 спектаклю новому, авторскому. Он делал, иногда даже делал по 2 спектакля. И пошли комсомольские собрания, партийные собрания, там какие-то отчетные собрания, и постоянно какие-то недовольства. Знаешь, нам нужны были условия. У нас не было квартиры, мы жили в общежитии. И нам не давали квартир, везде отказывали. Конфликты усугублялись. Короче, стали говорить о том, что все, Попов выдохся, что он уже не может, что он не соответствует занимаемой должности.
статьи появляться стали нехорошие, заказные. И потом мы стали задумываться о том, что вообще-то надо уехать, что ли, потому что какая-то тупиковая ситуация получалась. Ну вот подвернулся случай, и мы уехали в Магадан. Через полгода он заболел. В 1978 Алексей Андреевич Попов создал один из своих прекрасных балетов «Сотворение мира». Талантливо воплотил философскую идею библейского сюжета. Этот спектакль неоднократно представлял искусство республики в Магадане, Хабаровске, Иркутске, за рубежом в Китае. И сегодня он в афише театра. Фрагмент из балета «Сотворение мира» исполняют Ева, Дария Дмитриева, Адам, Иван Эверстов, чертовка, народная артистка Республики Саха-Якутии Гульнара Дулова, черт Григорий Савинов и артисты балета, дирижер Алексей Унаров. Спектакль Алексея Попова «Кармен-Сюита» отличается особым, убедительным режиссерским замыслом и решением. Его талант музыканта, балетного музыканта, передать суть материала композитора раскрылся как никогда в этом балете, премьера которого прошла 27 июня 1987 года. В главных партиях тогда выступали Ирина Борисова, Александр Ягодкин и Борис Матвеев. Художественная сила спектакля Алексея Попова в его ясной и действенной, убедительной режиссерской мысли, в таланте проникать и передать глубинную суть музыкального материала.